сани. На. По старой олимпийской технологии сделано. Вот этот. Ну, здесь разница в чем? С теми. Ну, завязывают талахта, ну ива, короче. Завязка есть. А здесь это самое. Вот на ножках дырки делают. Туда палки и веревка. Веревка с мятной кожей. Так стягивается. Ну, кожа. Это сахатиная шею. Специально так кругом срезают, ну как аркан делают. Вот с нее и вырезают веревки. И она очень прочная. Это сани у меня уже лет 5-6. Не помню даже сколько служит. Но тут получается, вот в отличие от других саней, да, вот за счет вот этих палочках, как независимая подвеска получается. И она идет, играет, и очень много грузу можно погрузить. Но обычно для оленей-то на 3 ножки делают. Но это специально мне мой свояк для урана моего сделал. Я его таскал-то, очень долго таскал. Даже 3 года назад железку это менял. Не цеплять. Забуранит. Вот видишь, до какой степени она стерлась у меня. Не 2 года назад, оказывается. Ну, на 3 его хватит. Через год придется еще менять. Так вот. Это где-то прямо до полтонны даже гружу тут. Так вот. Сейчас тоже эти шкуры надо погрузить, которые у оленевода выпросил. Волков своих этих 2. И там тоже 3 мешка, да рюкзачок. Потом еще как-то бочку, канистры приспособил. Моя перевалочная саратик. Мороз-то он холодный. Сейчас тепло уж. Считай. 3 декада марта. Так что уже теплый. Днем сегодня днем, наверное, тайка будет. А ничего, тут-то мне ехать близко. Километров, ну, больше 30. На 40 не будет. Это мы махом проскочим. Речка Корон. Левый приток реки Улу. Кысамма уһун суғақтарын бик красивая. Улу эде хатын. Крумрях. Вот, погрузился, увязался, завязался. Вот так вот гружу нарты. Ну, какой-нибудь старый ковен. Дедушка, про дедушку видели, бы глаз плюнули. А видишь, время, как говорится, вносит свои коррективы. Вот они-то на оленях. Это, а тут-то на буране же. Вот поэтому вот этот нижний, вот основной груз привязанный так. Сверху это, чтобы сразу скинуть можно было. Ну а бочку, бочка так привязана. Ну чтоб тоже снять да выкинуть можно было. Ну они-то вот канистров не таскали. Тут у меня тут одних канистров
на более чем 100. На 130 литров, ага. 80, нет, на 120 литров одних только канистр. Пластмассовые это, пускай так болтаются. Они, видишь, легкие. Вот так вот погрузился. Это, как говорится, мы современные венки так кочуем. По идее, вот весь груз, короче, на тех речках, где вот вода выступает весной и прочее, обычно вот это весь груз так вот слаживается. Ну и когда веревки мало. У меня веревок-то как у черта махорки. Всякой веревки понавязал там. Тут сразу не разберешь, надо знать, что первое привязано. То-то и начинаешь отвязывать. Лыжи эти самые главные сверху. Сразу стегнул, пошел, обратно пришел, привязал-то дальше. Ну, на тех речках, на сторону Гныма, когда ходили, весь груз под тентом, под палаткой, под тентом делаешь, чтобы, там вода, короче, из-под гусениц на груз брызгает. Каждый вечер веревки сушишь, проедешь веревки колом. Спереди надо такой кусочек привязывать, чтобы который отрезать не жалко было. Она замороженный узел-то не развязывается. И так и делали. А тут-то по широкой дороге-то, по натоптанной. Тут на льде нет. Поэтому так и погружен. Вот так вот. Вот капкан, из которого волки ушли. Капканы не ломают ее мою. В основном вот таким вот. Вот такие вот поломки. Язычки эти. Что-то их у меня набралось, знаете, штук 5, наверное, уже набралось таких капканов. Ремонтировать надо. Но пока не успею ставить, пока некуда ставить. У меня еще 3 капкана в запасе есть. Если их проставлю, будем их ремонтировать, делать. Вот крючок, за который я говорю, который вот так вот выгибает, но все равно он за все цепляется. Далеко не уходит. И этим рейсом 2 волка ушли с капканов. Сильно долго один капкан стоял. Нога отгрыз, полностью съел ногу и ушел, сволочь. А второй-то их вот за эту часть, видать, попался. Вот так вот, видать, попался. И недолго сидел, полсутки. Суток не сидел. И поэтому вырвал. Ему надо было еще маленько побиться, чтобы тут, хорошо пристыло. Чтобы нога хорошо пристыла. Тогда бы сидел. Сил-то не успел растерять, когда я начал поддержать. Вот и вырвал. Бился ты изо всех сил. У него был последний шанс, и он его использовал. Ничего. Еще месяц, почти месяц, до 15-20 можно ходить. Может, еще попадется. Что-то подумал. Овчину тоже с собой взял. Бывает иногда по дороге так припекет, особенно сейчас весной. Можно в нее завернуться и часок-другой поспать на солнышке. Оленя шкура тоже хороша, но она слишком мех
лезет. Весь в пуху стою. Ну ладно, итоги этого рейса. Конечно, да, снег выпал, то все, метель была, подметала хорошо. Дней 6-7 я тут пробыл. Вот на этих километров 150, ну 160 осталось на настоящий момент. Вот вверху сейчас один без ноги. Угу. И внизу самка здоровая. И самец ейный тоже без ноги. 3 волка остались. Как-то Михалков говорил, такая земля не может пустовать. Так-то я их тут местных-то всех выбил, получается. Но такая земля не будет долго пустовать. Все равно придут. Вот тем рейсом этих бы собрать и посмотреть на следующий год, как будет.